Глава 3. Отец как пророк. Как я уже сказал об этом раньше, от моего первого брака я воспитал 9 детей, а после моего второго брака вторая жена прибавила еще 3 детей к нашей семье. Таким образом, я являюсь отцом 12 детей. Большинство из них уже имеют свои собственные семьи. Я объяснял, что каждый отец имеет 3 главных служения в своей семье – служение священника, пророка и царя. Мы беседовали также об ответственности, которую несет отец как священник в семье – представлять перед Богом свою семью. Сейчас я желаю беседовать о второй главной ответственности отца как пророка для своей семьи, то есть представлять Бога своей семье. Первое, что я желаю сказать, есть то, что отец представляет Бога своей семье. Он может к этому стремиться, он может это делать очень хорошо или плохо, но почти неизбежно он это делает всегда. Психиатры и социологи почти все согласны с тем, что у ребенка нормально формируется его первое представление о Боге от его отца. Я верю, что нечто подобное учредил сам Бог. Я считаю, что одной из самых торжественных ответственностей, которые Бог может поручить человеку, это представлять его другим людям. От того, какого отца имел человек, во многом зависит начальный ответ и реакция этого человека по отношению к Богу. Если у человека был отец с горячим сердцем, с которым было легко говорить, он будет подобно думать о Боге и будет искать к Нему дорогу. Но если у человека был отец неприятный и критикующий, всегда выдвигающий необоснованные требования, то у человека понятие о Боге будет развиваться в подобном направлении. Такой человек будет думать о Боге как о существе, всегда ставящем требования, которых человечество не может выполнить. Бог будет нереальным, законодательным и грубым. Иногда, увы, это встречается, и дитя, имевшее злого, жестокого отца, подсознательно наделяет и Бога теми же качествами, взятыми от характера своего отца. И как следствие этого, у такого человека будет естественно развиваться отрицательное чувство и отношение к Богу, которое отнюдь не базируется на какой-либо причине, а только на поведении своего отца. Так как же представлять Бога своей семье? Как быть пророком в своей семье для ее добра, а не для зла? В послании к Ефесянам, 6 главе, в 4 стихе, Павел пишет к отцам: «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». В послании к Колоссянам 3:21 он говорит: «Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали». В первую очередь мы должны заметить, что Новый Завет, как и Ветхий, возлагает ответственность за духовное воспитание и наставление детей на плечи отцов. Ясно, что матери тоже имеют большое влияние на детей и должны также прилагать много стараний в области духовного развития детей, но в первую очередь отец несет ответственность за духовное воспитание своих детей. И если отец этого не делает, то нет никого другого, кто мог бы его в этом заменить. Сегодня, вероятно, большинство отцов, будучи осведомлены о своей обязанности давать наставления своим детям, стараются возложить эту ответственность на кого-либо другого, на воскресную школу, на церковь, на пастора, на лидера молодежи, и очень часто такой отец обвиняет или пастора, или церковь, если его дитя теряет интерес ко всему святому. Я желаю сказать, что отец не имеет права освобождать себя от своей первостепенной обязанности воспитания своих детей в дисциплине и наставлениях Господних. Это одна из его святых обязанностей, которую нельзя передать никому другому. Павел говорит, что отец должен охранять своих детей от 2 противоположных опасностей. Первое – это бунтарство в детях. Отец должен оградить своих детей от этого поддержанием крепкой дисциплины, не разрешая детям быть капризными, своенравными,
безответными, не позволяя им отбиваться словами, отвечать тем же, ожидать от них исполнения своего слова, соблюдения тишины, послушания и быстроты выполнения порученного. Конечно, значительно легче дать приказ ребенку, однако следует защищать его и от других крайностей, от упадка духа. Если отец чрезвычайно суров, все осуждает, не в меру много требует, то это может привести к унынию ребенка. Он придет к заключению, что как бы он ни старался угодить своему отцу, это ему никогда не удастся. Такое дитя просто перестанет пробовать угодить отцу. И поэтому совет Павла звучит так: «Не раздражайте детей ваших». Я имел дело со многими людьми с серьезными эмоциональными проблемами, которые приходили ко мне за помощью. У таких людей я обнаруживал отрицательное отношение, отсутствие самодостоинства, чувство разочарования, неудач и неосуществленных надежд. Все эти чувства восходят к периоду детства, когда дитя испытывало плохое отношение, критицизм, унижение, обличение в присутствии других, и все это оставило свой знак, след, рану в душе ребенка, которая не зажила в течение 20-30 лет. Вот почему я желаю сказать всем отцам: будьте неотступны в дисциплине, а с другой стороны, не раздражайте, не приводите своих детей в состояние упадка духа, не обременяйте их чрезмерными требованиями. Для того, чтобы выполнять свою ответственность перед своей семьей, отец должен помнить всегда одну вещь: он должен пребывать в постоянных взаимоотношениях с детьми. Если отец не поддерживает таких постоянных отношений, он не сможет выполнить своей отцовской обязанности. Эти отношения между отцом и детьми обыкновенно наиболее эффективны в нерелигиозном аспекте. Если дети связывают наставления и поручения отца всегда с чем-то твердым, формальным и религиозным, они будут чуждаться и религии, и воспитания. В моем опыте я видел, что у многих людей эта проблема также восходила назад, к периоду неверного воспитания в детстве. Одной вещью, главной в отношениях с детьми, является не только говорить к ним, но и давать им возможность говорить. Родители обычно соглашаются с тем, что проблема отвечать обратно тем же у их детей связана с тем, что они никогда не давали им возможности высказаться, они никогда их не слушали. Таким образом, мы должны культивировать эту черту, слушать своих детей, дать возможность ребенку говорить, выразить себя. И если ребенок высказывается, не стремитесь создавать из этого особенную религиозную атмосферу. Этот принцип мы находим уже в 5 книге Моисея, во Второзаконии, в 11 главе, с 18 по 21 стих. Вот что здесь говорится. «Итак, положите сии слова мои в сердце ваше и в душу вашу, и навяжите их в знак на руку свою, и да будут они повязкою над глазами вашими. И учите им сыновей своих, говоря о них, когда ты сидишь в доме твоем, и когда идешь дорогою, и когда ложишься, и когда встаешь. И напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих, дабы столько же много было дней ваших и дней детей ваших на той земле, которую Господь клялся дать отцам вашим, сколько дней небо будет над землею». Я был удивлен однажды, когда обнаружил, что фраза «небеса над землею» происходит из Библии. Это является описанием того, чего Бог ожидает от семей своего народа. Я подумал о современной цивилизации и спросил себя, сколько семей сегодня в этом народе могут быть описаны как «небеса над землею»? И я скажу прямо, очень небольшое количество. Главная причина этого в том, что отцы не состоялись в выполнении того, что сказал им делать Моисей. Моисей сказал: «Учите Слову Божьему своих детей, наставляйте их на истины своей веры, говорите с ними об этих истинах, когда вы сидите вместе с ними, когда встаете и когда ходите». Другими словами, пусть Слово Божье всегда будет центральной темой
всей жизни семьи. Не просто берите какой-нибудь отдельный стих Писания для рассмотрения в церкви, воскресной школе или молодежной группе. Пусть Слово Божье займет естественное место в вашей ежедневной жизни и общении в вашей семье. Пусть оно станет чем-то естественным и практичным. Пусть дети видят, как оно действует в реальных жизненных ситуациях. Я бы хотел также упомянуть свидетельство доктора Реймонда Эдмана, президента колледжа в Уитоне, который однажды сказал: «Взирая назад на то, как я воспитывал своих детей, я подумал, что если бы мне пришлось все сделать сначала, я бы больше времени с ними уделил в простых, практических, нерелигиозных занятиях. Я на это скажу аминь. Если бы мне пришлось повернуть то время назад, то со своими детьми я поступил бы именно так». Доктор Эдман обнаружил, что наибольшее впечатление на детей оказывает что-то происходившее в неофициальной обстановке или просто совместно проведенное время. Действительное общение с ребенком не достигается в течение 5 минут. Часто самое важное произносится ребенку как бы ненароком в то время, когда вы меньше всего ожидаете этого. Например, на рыбалке, в саду, на прогулке, при работе в гараже или ремонте автомобиля. Именно в таких ситуациях возникает действительное общение между родителями и детьми. Именно в таких ситуациях отец должен быть всегда готов передать своему ребенку глубокие принципы Слова Божьего. Просто иметь семейный алтарь само по себе не обеспечит этого. Очень многое зависит от того, как происходит остальное время в семье.